Всем привет! Я думаю, что вы не будете со мной спорить, если я скажу, что в настоящее время знание английского языка стало необходимостью и даже неким показателем образованности и культурности современного человека. У меня нормальный английский, по крайней мере, я так думала, потому что я в школе получала пятерки, участвовала в олимпиадах, в студенчестве была отобрана в сильную группу, и потом началась моя взрослая жизнь, то есть семья, работа, и так было прервано мое системное обучение. Разово я посещала какие-то языковые курсы, разговаривала с людьми, когда мы бывали за границей, и как будто мне этого хватало. Но постепенно ко мне пришло осознание, что я не свободна в общении с миром. Мой родной язык якутский. Русский язык я для себя называю вторым родным. На этих языках я могу не только говорить, но и думать и чувствовать. И это осознание делает меня счастливой. А почему я не могу овладеть также и английским языком? Тем более мы живем в такое прекрасное время, когда есть десятки способов для достижения этой цели. Один наш друг, он предприниматель, рассказывал, как недавно ездил в Америку. И в центре Нью-Йорка у него завязалась непринужденная беседа с одним американским бизнесменом. И неожиданно их разговор оборвался. Просто-напросто потому, что у него закончились слова. Он так хотел о многом спросить, узнать, понять то, что говорит его собеседник, но знаний и слов больше не было. Так беседа закончилась, и они попрощались. Такая вот история про свободу. А вы? Насколько вы свободны в общении с миром? Поэтому я твердо решила выучить английский. И возник вопрос «как?». Сначала я решила пойти на курсы английского. В нашем городе их много, но потом сопоставила свои планы с реальными возможностями. У меня маленький ребенок, муж работает допоздна, при этом мы живем далеко от центра города, и чтобы доехать до школы, я потрачу на дорогу туда-обратно минимум час или полтора, плюс деньги на такси или на бензин. И вот поэтому я решила искать онлайн-обучение. Летом дочка получала уроки по скайпу у носителя языка. Но что мне не понравилось, это отсутствие единой системы и платформы обучения. Получается, что это просто прерывистое общение с преподавателем. И поискав в интернете онлайн-школы, мое внимание остановилось, конечно же, на самой большой и известной Skyeng. Я записалась на пробный урок. И в обусловленное время ко мне вышла на связь методист, и мы с ней пообщались, определили мой нынешний уровень, и она записала, какие будут у меня цели обучения, пожелания к урокам и к преподавателю. И я сказала, что хочу научиться думать и чувствовать на английском языке. И сказала, что хочу заниматься 2 раза в неделю, примерно, например, с 8 до 9 вечера. И мои занятия начались. Сначала мне назначили преподавателя, она была очень молодая, и в итоге я поняла, что мне нужен не только человек, который хорошо говорит на английском и учит, но в то же время мне важен человек, с которым можно было бы поговорить о чем-то. Поэтому я зашла в свой личный кабинет, нашла кнопку «Заменить преподавателя», и мне его быстро заменили, и вот так вот назначили мне мою Юлию. Она живет в Москве, и она очень опытный учитель, интересный собеседник. Мне нравится ее подход к обучению, и она имеет прекрасное чувство юмора, что тоже немаловажно. Мне очень важны слова. Если бы я знала много слов, я бы могла выразить все, что я думаю, полностью понять собеседника. Я сильно не переживаю из-за грамматики, поэтому я изначально сказала своему преподавателю, на что именно делать упор в учении. То, что после каждого занятия дается домашнее задание для закрепления материала. Сначала я думала, что мне будет сложно выполнять домашнее задание, потому что не хватает времени, но, как оказалось, это все реально, и очень удобно то, что есть специальное приложение на телефоне, на котором можно в любое время делать домашнее задание. Единая платформа, то, что обучение идет системно, то, что занятия можно переносить, то, что не надо ездить никуда. Можно выбрать в преподавателе носителя языка. То, что в школу можно обратиться с разным уровнем. Под каждый уровень можно определенно подобрать образовательную программу и преподавателя. Поэтому я всем советую
подтянуть свой английский или начать его наконец изучать. И одним из помощников вам в этом может стать онлайн-школа. Я, например, кроме этого читаю книги на английском, смотрю видеоблоги и фильмы, а попозже, когда появится возможность, планирую ходить на обычные языковые курсы. So, dear friends, let's learn English. See you next week. Bye!